Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Юсупова Юлия Рустемовна. Я являюсь доцентом кафедры межкультурной коммуникации и перевода, которая осуществляет обучение по программам теории и практики переводческой деятельности, иностранные языки в международном туристическом бизнесе и иностранные языки в системе международной протокольной службы. А, все эти магистратуры очень интересные, все программы, каждая по-своему. Поэтому, наверное, многие из вас подали на несколько программ сразу, но, значит, есть что-то общее в экзаменах по каждой программе и есть некоторые отличия, о чем сегодня мы с вами поговорим. Значит, согласно программе вступительных испытаний, вы пишете тест дистанционно через свой личный кабинет. Тест у нас включает в себя 25 заданий разного плана. И на выполнение тестового задания по всем программам дается 60 минут, то есть 1 астрономический час. Тест оценивается по 100-бальной системе и выставляются баллы за все верно выполненные задания. Соответственно, чтобы сдать этот экзамен, вам необходимо зайти в свою почту или в свой личный кабинет. У всех у вас есть личный кабинет, куда вам поступает вся информация из приемной комиссии. Ссылки на программы для подготовки на сайте, расписание экзаменов и все остальное. Значит, до экзамена вам обязательно необходимо проверить свою почту. Вам должен прийти логин и пароль для входа в систему экзамена. Если вам ничего не пришло, обязательно проверьте папку «Спам». Может быть, у вас ушло в спам. Обратите внимание, что логин и пароль от личного кабинета и логин и пароль для входа на экзамен разные, они отличаются. Значит, по той ссылке, которая придет к вам на почту, вы должны перейти и поменять временный пароль на свой. И вот с этим уже логином и вашим паролем вы сдаете все те экзамены, которые у вас назначены. Один раз на все экзамены выдается один логин и пароль один раз выдается. Значит, как это происходит? Значит, вы входите в личный кабинет, нажимаете «Вступительные испытания», переходите по ссылке, вводите логин и пароль, которые пришли на почту, и нажимаете «Начать тестирование». Как только вы нажимаете «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Пожалуйста, следите за временем. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ открывается согласно расписанию. Я напоминаю наше с вами расписание. Значит, 12 августа с 10 до 2 у нас сдают экзамен те, кто подал заявление на программу «Теория и практика переводческой деятельности. Очная форма обучения». Если вы по каким-то причинам не смогли присутствовать в этот день, не вошли, у вас есть резервный день 18 августа, также с 10 утра до 8 вечера. 13 августа вступительные испытания проходят те абитуриенты, которые подали документы на программу «Иностранные языки в системе международной протокольной службы». Также тестовое задание также выполняется с 10 до 8. Опять же, если вы не смогли 13 августа выйти на это испытание, то 18 августа у нас резервный день. Также с 10 и до 8 вечера. И последними вступительные испытания у нас проходят абитуриенты, подавшие документы на программу «Иностранные языки в международном туристическом бизнесе». Это 17 августа, также с 10 утра и до 8 вечера. И опять же, как и у всех, резервный день 18 августа с 10 до 8. Пожалуйста, те, кто подал документы сразу на несколько программ, имейте в виду, что тесты немножечко отличаются.
Так, на очную форму обучения тесты чуть-чуть сложнее, чем на заочную форму. Ну и поскольку если вы подали на разные программы, у вас разные экзаменационные дни, вам необходимо пройти испытания по всем тем программам, на которые вы подали документы. Почему система должна вас зафиксировать, что вы участвовали в вступительных испытаниях? То есть если даже вы выполнили прекрасно тестовое задание, например, подали на теорию и практику переводческой деятельности, и думаете, что результаты этого экзамена будут вам зачтены для, допустим, поступления на обучение по программе иностранные языки в международном туристическом бизнесе, то это ошибка. Задания там отличаются. В целом задания, конечно, очень похожи. Это тестовые задания на знание английского языка, лексико-грамматический тест. Большая часть заданий представляет собой тест закрытого типа, то есть вам дается какое-то предложение на английском языке и 4 варианта, значит, ответов. Как правило, что-то пропущено, что-то выпущено из предложения, либо грамматическая форма, либо лексический какой-то вариант надо выбрать, который необходимо подставить. И, соответственно, выбрать, нажать нужную кнопочку. Это большинство заданий. Но с этим вы, безусловно, справитесь. Значит, итак, вы зашли во время, назначенное вам по этой программе, и у вас одна попытка. За час вы должны выполнить все эти задания. Пересдача не предусмотрена. Если по каким-то причинам вы заходите вечером, вы должны понимать, что самое позднее время – это за 1,5 часа до завершения экзамена. Потому что могут быть разные технические какие-то моменты, чтобы у вас было час на выполнение, чтобы программа не закрыла вам доступ. Соответственно, на какие темы необходимо обратить внимание? Ну, поскольку вы все поступаете на программы, связанные с иностранным языком, то, безусловно, вы понимаете, что это базовое знание такое английского языка, которое требуется. На переводчике, конечно, несколько больше требуется знания языка. Естественно, это такие темы грамматические, как времена, согласование времен, это разные формы залога в английском языке, это наклонение изъявительно-сослагательное, это необходимо различать разные модальные глаголы по их значению и, соответственно, знать, какие у них бывают формы. Безусловно, требуется знание артиклей и местоимений, умение формировать степени сравнения прилагательных и наречий, понимать структуру, которая называется complex object или сложное дополнение, уметь ей пользоваться и различать ее. Ну и, естественно, различать разные виды придаточных предложений в сложно подчиненном предложении. Какие бы учебники вам хотелось, какую литературу использовать? Ну, любые учебники по английскому языку, которые включают лексику и грамматику. Да? Если это грамматика, то что угодно, пожалуйста. Леонид Степанович Бархударов, грамматика английского языка у вас есть, замечательно. Графер, у вас есть грамматика английского языка, учебник Графера в таблицах с упражнениями и тестами. Тоже очень хорошо. Несколько учебников из этой серии. Учебники Гуревича, там есть теоретическая и практическая грамматика. Но в большей степени практическая вам нужна будет в данном случае. Учебники Каушанской, по которым занимаются студенты-бакалавры. То есть, в общем-то, любой учебник по грамматике, который освещает вот перечисленные мной раньше темы. Соответственно. Ну и, собственно говоря, если у вас возникают какие-то вопросы в день консультации, вы можете написать мне на почту. Она будет предоставлена организатору, но я еще назову. Значит, можно присылать на почту Юлия Юсупова Яндекс.ру. Значит, по буквам это yul.r.yusuPova@yandex.ru. Или еще одна почта, кто у меня уже учился, знает, это моя личная почта, KHLITS@mail.ru.
Вы также можете написать мне в WhatsApp по номеру телефона. Пожалуйста, запишите. 8 917 34 59 154. Напоминаю, зовут меня Юлия Рустемовна Юсупова. Пожалуйста, пишите, какие у вас будут вопросы в день консультации. Я буду онлайн и буду ждать ваших вопросов. Буду очень рада видеть вас очно уже, когда вы сдадите свои вступительные экзамены и приступите к обучению на нашей кафедре. Спасибо.